2016 года я являюсь руководителем Автонышского агрегатного завода. И сегодня представлю краткую презентацию о нашей деятельности и достижениях. Следующий слайд можно? Предприятие было организовано в 2006 году при финансовой поддержке инвестиционного венчурного фонда Республики Татарстан. И буквально в прошлом году, в июле 2020 у нас произошла смена собственника. Мы стали одной из дочерних компаний холдинга группы компании «Рустар». Компания достаточно сильная, присутствует, базируется в городе Набережные Челны. Также работает на рынке автозапчастей более 20 лет. И мы являемся на сегодняшний день 15-й дочерней компанией данного холдинга. Дальше. Здесь основные показатели нашей деятельности за последние годы. Конкретно на этом слайде объемы наших продаж. То есть за последние 5 лет, с 2015 года, мы выросли 2,5 раза, со 150 до 360 миллионов рублей. Если говорить конкретно по 2020 году, то, наверное, можно сказать, что это худшая динамика. Но это объяснимо тем, что у нас уже серьезное ограничение по производственным мощностям. И на этот текущий 2021 год у нас были амбициозные планы по расширению. Дальше. Так, здесь наша картина по количеству сотрудников, по численности персонала, также положительная. Я думаю, что в этом году цифру 100 человек мы перепрыгнем. Дальше. По производительности труда также динамика положительная на протяжении последних 5 лет. Опять-таки 2020 год объясним очень просто. Мы в 2020 году достаточно усиленно, вернее, прикладывали очень много сил в развитие нового продукта, в новый модельный ряд автомобилей КАМАЗ, от которых пока, естественно, никакой экономической целесообразности нет. Но мы это делаем, думая о завтрашнем дне, поскольку на ближайшие 3-5 лет ожидается сильная смена структуры продаж данных машин. И это можно расценивать как инвестиции в новый продукт. Следующий слайд по средней заработной плате за этот же период. Здесь за 2020 год цифра представлена усредненная. К концу года мы уже достигли цифру в 30 тысяч рублей среднюю зарплату. Дальше. Так. Теперь по ассортименту выпускаемой продукции. Завод был создан под производство 3 изделий, представленных на слайде: кронштейн-стяжка и тормозная колодка на автомобиле КАМАЗ 3-го поколения, конкретно 65-115. Модель достаточно старая, которая уже более 50 лет. И следующий слайд можно? На данном слайде представлена выручка за всю историю завода. И, как можно увидеть, с 2012 года по 2015 год происходит сильное снижение продаж, заказов. Вот. Это связано с 2 основными причинами. Первая из которых – общее падение спроса и, так сказать, усиленная работа КАМАЗа по разработке новых моделей, то есть происходит замещение 3-го поколения машин на 4-е поколение, на котором прежде Автонышский агрегатный завод не присутствовал. И в 2015 году, как видно, мы достигли критической отметки 150 миллионов рублей, при которой уже дальнейшая работа была невозможна. В этот период нужно было принимать какие-то перспективные решения, как двигаться и куда двигаться дальше. Вот, поэтому ожидать дальнейшее восстановление старых машин, что они пойдут в рост, очень маловероятно. Было решено расширение ассортимента выпускаемой продукции и именно присутствие в разных моделях. С чего мы начали? Это одна из самых распространенных машин на сегодняшний день, магистральный КАМАЗ 4-го поколения.
или как К4, как принято называть, модель 5490. Я думаю, что все его видели на дорогах. В 2017-2018 годах было освоено 2 изделия на данную модель, достаточно серийных и перспективных, и производства на сегодняшний день. Дальше. Та же модель, но уже в 2020 году мы освоили еще 3 позиции. Хочется отметить, что мы единственные поставщики на конвейер по указанным изделиям. Дальше. Еще одна модель, несмотря на то, что поколение 3, тяжелый ряд машин грузоподъемностью свыше 25 тонн, но которая на сегодняшний день не имеет, так сказать, альтернативы. Спрос достаточно высок. В 2018 году было освоено 3 изделия. Следующая модель. Верните. Также тяжелый ряд. В 2018-2017 годах было освоено 3 изделия на данный вид автомобилей. На данную машину ставились очень хорошие перспективы, но пока серийной моделью назвать сложно, объемы достаточно невысоки, но для имиджа, ассортимента перспективно. Дальше. Здесь мы перешли уже к одной из новейших моделей, которая в серию вышла во второй половине прошлого года. Также магистральный тягач, но уже 5-го поколения, 54901. Вот. С КАМАЗом мы договорились по 3 позициям, что мы будем единственными поставщиками на данную модель. Это единственная серийная модель, выпускающая на сегодня порядка 100 и более машин 5-го поколения, которые редко, но можно встретить уже на дорогах нашей страны. Дальше. Следующая машина 659, буквально, наверное, в середине прошлого года мы освоили 3 изделия. Объем производства буквально штучный, она, вот, можно сказать, во второй половине прошлого года прошла испытания. Серии пока нет, но в ближайшие 2-3 года ожидается по ней существенный рост. Очень большие надежды на данный модельный ряд возлагаются. Далее. Самосвалы нового поколения тяжелого ряда. Опять-таки это замена, это альтернатива предыдущему, как на предыдущих слайдах были машины 3-го поколения. Они проходят буквально только испытания. Даже можно дальше пролистать, там еще да, вот они, определенные модификации. Также по 2-3 изделия на каждую модель мы освоили. И ожидаем начала продаж серийного производства в этом году с дальнейшей перспективой увеличения.